Здание единственной школы в Магане несколько десятилетий требовало ремонта. А построили его в 70-х годах прошлого века, и с течением времени в здании прохудилась крыша, потрескался кафель в коридорах, а в спортзале искривились полы. С этой весны стартовал долгожданный ремонт. При этом ведется он полностью под ключ. Начиная от системы отопления и заканчивая фасадными работами и ремонтом крыш. У нас все виды работ вошли в данный капремонт, начиная от канализации, новое отопление. Вот совсем недавно закончили нам новую кровлю. По оснащению у нас будет полностью новая мебель. Ну и идем мы с ногу со временем. Это интерактивные панели, новые компьютерные оборудования. У нас появится наконец-то компьютерный клуб при нашей точке роста. Сдаемся мы по плану 10 августа. Я думаю, подрядчик примерно к этому времени как раз и закончит. Всего в школе обучаются порядка 280 детей. Ход капитального ремонта здесь строго контролируют родители школьников. Среди них и Дарья Макарова. У нее в школе учатся сразу двое, в 3-м и в 9 классах. При разработке нового дизайна школы они принимали самое активное участие. Дети очень ждут этого ремонта, потому что они принимали участие в разработке дизайна. Предпочтение было, чтобы стены не были зелеными. Вот это самое главное. Мой сын увлекается компьютерами. Он очень хотел, чтобы оборудовали компьютерный класс в первую очередь. Следующей точкой визита стал двор улицы 40 лет Победы. Там ведется капитальный ремонт дворовой территории в рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Вы жители, да? Жители? Да. Ну и как у вас мнение? Ну, лучше, конечно, будет для детей. А какие замечания, дополнения есть? Пока вот нам интересно, будет ли у нас загрязнение, потому что у нас здесь сидит коров, лошади постоянно сюда заходят. Ну а в заключении посетили крестьянско-фермерское хозяйство семьи Кортус. В этом году Екатерина Васильевна, помимо зерновых культур, подготовила к посеву картофель Red Scarlet. Вместе с новым сортом изменился еще и способ посадки. Хозяйство поставило опыт, для которого был приглашен профессор и магистрант из Санкт-Петербурга. Всего у фермеров порядка 370 гектаров разного рода культур. Все у нас нормально, господдержка хорошая, и поэтому все, уже много лет работаем, поэтому все отлажено. Видов много, это и на приобретение минеральных удобрений, и погектарная субсидия на производство картофеля, там, зерна, овощей, если есть. Ну и вот приобретение, в этом году я приобрела комбайн. В ближайших планах у маганских фермеров сегодня, безусловно, уборка обильного урожая осенью, а также выход на рынки сбыта продукции. Не только в Якутске, но и во многих других районах нашей республики. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Маган.